Доброе утро! Наш день начинается с 9 утра, потому что позволила я себе чуть-чуть, выходной день. Выходной для этого и нужен, чтобы отдыхать. Вставайте, когда хотите, не спеша, без будильника самое главное. Сейчас позавтракаем. Это картошка, самая обычная. Кстати, ребят, картошка это не полезно, тем более жареная. Все жареное это не полезно. Хочу плотненько поесть, поэтому вот решила его. Давайте вместе чай выберем. Они у нас от Greenfield. Вот это с растением, но на вкус как мед, с виноградом. Обычный может или как. Остались только почти с цветами, да? Давайте обычный. Или нет, давайте с медом. Все, с медом решили, да? Ну, дороги растут. Спросите вы, не знаю. Ой, ребят, это все, на что меня хватило. Все, я уже чувствую, что наелась. Это очень вкусно, вы просто не представляете, как это вкусно. Я оставила место в своем желудке для сладостей. Вообще мне нельзя много, надо себя ограничивать. Ну, давайте одну и все, да. Те, кто сейчас вместе со мной кушает, приятного аппетита. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra. Девочки, мальчики, у меня сегодня такое классное настроение, я прям готова горы свернуть. Вот что я готова. Давайте нанесем бальзам. Он розовый, мне не идет, но хорошо увлажняет. Мой эликсир хорошего настроения заключается в том, чтобы я вставала рано утром и медитировала. Встала без будильника сама. Когда я медитирую, я вспоминаю, зачем я вообще встала сегодня с кровати, да? Зачем все это нужно? Именно поэтому я сделала себе карту желаний, чтобы все это визуально видеть, к чему я вообще стремлюсь. Я свою карту желаний чуть позже поподробнее покажу, расскажу и прокомментирую, наверное, каждую картинку. Не будем терять ни минуты, пойдемте заниматься. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y no... Первая часть нашего занятия закончилась, это была гимнастика. Теперь идем к более силовым, пресс, попа и так далее. Так, небольшой перерыв, нужно скинуть фотографии моему заказчику. Это у меня есть в списке, поэтому Дон, да. Сколько в день вы пьете воды? Я считаю, что не обязательно куда-то ходить, чтобы спортом заниматься регулярно. Можно и дома все сделать, да, все упражнения. Не, ну ясное дело, что нужно их выполнять правильно, все по инструкции. Например, я обо всех упражнениях узнаю на ютубе. YouTube свободный доступ, все это вы можете зайти и сами посмотреть, да. Главное иметь внутри вот это вот желание. И так все пойдет по маслу. Если вы не хотите, то будут появляться вот эти вот отмазки, оправдания. Якобы не могу, времени нету, сил нету, желания нету. Так все и будет оставаться на завтра, на следующий понедельник, месяц, год. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Santos y Guedes. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Так, по нашей традиции мы в каждом видео вместе с вами красимся. Давайте на этот раз тоже что-нибудь свеженькое сделаем на нашем лице, да. Просто я буквально замазываю там, где есть немножко краснота, и все. Слегка буквально, потому что это не для видео, куда-то в Инстаграм.
для фотографий, нет. Оказывается, в Корее считается красивым, когда ты наносишь только одну каплю тональника на лицо. Я тоже стремлюсь к такому, чтобы вот такая капля перекрыла мне все лицо, и я пошла. Но на самом деле у меня не все так плохо сейчас. После того одного пряника посмотрим, что выйдет. Ну, в общем, пока что нормально. Я покажу вам состояние моей кожи, когда ну вообще прям страшно было в зеркало смотреться. Вы становитесь красивым тогда, когда вы сами этого посчитаете. Именно вот в душе красивым. Хорошо сказала. На самом деле, без труда могу выйти на улицу без макияжа. Для меня это не проблема. Когда вы тональник наносите, ваше лицо становится чистым А4. И если вы уже тональник нанесли, тогда будьте добры наносить уже все, как я считаю. Ну, лично в моем случае тональник, да, лицо белое, бровей нету, да, перекрывает все это. И еще и глаза. Если я не наношу тональник, то я ни в чем не нуждаюсь. Могу губы, реснички подкрасить и все, выходить. Если вы прям с утра настроили себя на хороший продуктивный день, то так и будет, все так и пройдет. Вы все успеете, ваше настроение будет на все 100. Если же наоборот, как и у всех бывает, вам не будет нравиться то, что вы делаете, как выглядите, ваш макияж, будете раздраженные ходить, нервы тратить. Думаю, это вообще никому не надо, поэтому хоть даже сейчас я простенько так накрасилась, мне все равно нравится, как я выгляжу. Я прям чувствую на все 100 богини. Мне кажется, что все на меня смотрят. Это доказывает то, что все зависит от нас. Все. Весь ваш негатив и позитив у вас зарождается сначала у вас внутри, а потом все это наружу выходит. Так, пойдемте, я опаздываю. Хочу сделать что-то подобное, посмотрим, что из этого выйдет. У меня сломалось 2 ноготочка, и вот они мне пытались его починить. Это вот у нас еще не готовый результат, глянцевая поверхность, выбрали только цвета. Так, теперь смотрим очень внимательно. Вот так вот становится он матовым. Все супер круто, мне сделали так, как я хотела, точь-в-точь. Ну, там есть разница, конечно, оттенки, но это не важно. Главное, матовый оттенок, классно, все. Я счастливая, довольная, иду домой. Да, ты меня не фотоешь, не снимаешь. А где ты захотела сфотать? Ей настолько понравилось, да? Да. Я хотела снять видео, но у меня появилось дикое желание покушать сладкого, поэтому сейчас я отведу сестренку на гимнастику и сама пойду за пончиками. Только что я прочитала комментарии по поводу звука в моем видеоролике. Я очень извиняюсь, так как я монтировала на телефоне, там динамика, звук, он немножко не совпадает. У меня вдобавок к этому еще и камера. Звук. Передняя камера хорошая, а задняя очень плохой. Заметили, да? Мне нужно успеть весь материал залить вовремя на YouTube, поэтому я, безусловно, спешу. Делаю это все на ночь глядя, делаю все это в наушниках. Да, эту ошибку я исправлю. Спасибо большое. И еще хотела затронуть тему чтения. Я, наверное, не упомянула о том, что 100 страниц — это моя норма чтения в день. Никого не принуждаю, нет, ни в коем случае. Когда затрагивается тема книг, я сразу понимаю, что я еще столько всего не прочитала. Может, в какой-то степени и стремлюсь прочитать побольше. Потому что, ну, действительно, я даже не нашла свой любимый жанр книги, да, прочитала буквально сколько там, ну, считанные книги. Это ничто по сравнению с книголюбами. Я люблю книги и хочу читать качественно и быстро.
Вот так вот. К этому я и стремлюсь. Но это у меня относится только к художественной литературе. Нон-фикшн я читаю абсолютно не так. На расслабоне, читаю не спеша. Стараюсь вникать в каждую строчку, понимать, сделать выводы и тому подобное. И в прошлом видео я спросила именно это. Сколько вы успеваете читать за день, да? То есть ваша норма чтения. Мне лично интересно, сколько я читаю, за сколько я могу осилить, например, страниц 200, да. Вот может кто-нибудь в будущем вас спросит, а вы бац, ему даже не раздумывая выведите ответ. Хотела снять видео в Инстаграм, уже подготовилась, и у меня появился нежданный заказ такой, знаете, и придется ехать. Я уже вышла, мне 2 раза позвонили, я опаздываю. Ну, в общем, это рядом, поэтому будет какое-то детское мероприятие, нужно на видео снять все это дело. Успеем. Наше мероприятие будет в Гренко. Сейчас быстро дойдем, осталось 2 минуты. Все закончилось, я уже вышла, поснимала. Аниматоры, ребят, это огонь. Побежали теперь домой. Я уже дома, я пока ехала, так морально устала, знаете. Сомневаюсь, что я буду снимать вот этот макияж в Инстаграм и кавер тоже. Оставим все это на завтра, потому что, ребят, выкачивать из себя я не люблю. Все, что я снимаю, вам показываю, монтирую, это все делаю для души. Все творческие люди, они не делают это по заказу, по щелчку. Они не выпускают все это, вот эти вот песни, картины известные, да, они это делают, когда у них приходит вдохновение. Это сразу видно, когда вы вот видеоролики смотрите, если у человека реально нет желания, вы это почувствуете. Я это делаю не ради галочки, я это делаю от души, потому что хочу. Ну ничего, все, что делается, к лучшему. Завтра мы снова с вами встретимся с новыми силами, новой энергией, желаниями. Мы начнем достигать своих целей. Спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. Пока-пока.